поселке Максат Лиликского района звучит детский смех. Дети, пострадавшие от пограничного конфликта год назад, возвращаются к полноценной жизни, постепенно забывая о произошедшем. Теперь они радуются каждому прожитому дню. В прошлом году во время вооруженного конфликта на границе была сожжена их школа. Тогда остались только стены здания, внутри же ничего не сохранилось целым. Было уничтожено все – столы, стулья, книги, компьютеры. Сейчас школа полностью восстановлена и оснащена необходимым оборудованием и учебниками для школьников. Школа была построена на 225 учеников. Ее восстановили. 10 лет назад в первом классе было всего 4-5 учеников. В этом году во второй класс перешли уже 27 детей. Помимо школы был построен детский сад. Он рассчитан на 100 детей. Кроме того, капитально отремонтированы здания медпункта и райотдела милиции в поселке. Вместо разрушенных в ходе пограничного конфликта домов построили новые со всеми необходимыми условиями. Сразу после произошедших трагических событий год назад Садыр Нуркоджоевич сразу же создал оперативный штаб и тут же восстановил дома. В общем, построено 84 дома. Инфраструктура поселка значительно улучшилась. Ночью на улицах светло. Заасфальтировано более 10 километров дорог. Освещено 7 километров. Местные жители довольны условиями. Наш детский сад находится в стадии строительства. Жители благодарны руководству страны. Народ тоже очень помог. На сегодня село Максат находится в особом статусе. Введен специальный налоговый и инвестиционный режим. Существует особый порядок госзакупок товаров и услуг. Упрощен способ оказания государственных и муниципальных услуг населению. Жители села живут уже по нормам особого статуса. Пенсионерам здесь платят дополнительно 2000 сомов, а маленьким детям выдали пособие по 1000 сомов. Кроме того, если они захотят здесь построить дом, то их красные книги также будут бесплатными. В рамках особого статуса предоставляется ряд преимуществ. Напомним, ключи от новых домов 27 августа в прошлом году сельчанам вручил президент Садыр Джапаров. Также семьи, чьи дома были разрушены, получили по 100 000 сомов. Альбина Айбекова, Айният Эргешева, Баткенская область.